Здравствуйте, уважаемые телезрители, здравствуйте, студия. Мы продолжаем тему Первой мировой войны и участие в ней абхазов, в частности, 4-й абхазской сотни Черкесского конного полка и офицеров, служивших в регулярных частях Российской императорской армии. Сегодня я хочу рассказать немного уже конкретнее, скажем, о фронтовых буднях и обратить внимание на какие-то реальные факты и легенды, которые вокруг этих фактов создавались. И они широко известны некоторые в нашем абхазском обществе, поскольку эта информация, такого рода информация, она как-то тиражируется быстрее, чем сам документ, который описывает это событие или этот факт. И конечная, скажем, заключительная точка по факту этому, повторюсь, но она иная. Может быть, и так и бывает, но тем не менее, легенды есть. Поскольку действительно всадники совершали героические подвиги, бывали и курьезные случаи, бывали и юмористические, конечно, обо всем невозможно сказать, но для этого есть книга. Я обращу внимание на один такой известный, действительно имевший место факт. Это событие произошло 4-5 ноября, когда во время боев на линии фронта поднимается метель, вьюга, снегопад, и позиция 200 татарского конного полка окажется в окопах, где они сидели, занесенными снегом. И австрийцы, уходя от линии фронта, даже они видели, что противник замерзает. Но они как-то ушли. Убивать не было смысла, видимо, это я уже домысливаю. Но об этом факте становится известно в полках, и нужно их вызволять. Они практически уже умирали от холода. И будет организовано в 2 этапа, это в ночь происходит, 2 группы добровольцев абхазской сотни, численностью 17 человек, это с учетом и командира, который возглавлял эту группу, и вызволяют, как-то даже было в документе описано, что и противник не был встречен, как-то они смогли пройти, и практически полумертвых вытаскивают их, возвращают в места расположения полка. И вот этот вот факт, конечно, первым делом пишет командир сотни, временно исполнявшим был Николай, по-моему, Имухвари. Он пишет рапорт командиру полка, командир пишет вышестоящим по инстанции, как положено, и каждый говорит, что в официальной, вот действительно в такой переписке встречаются участники этого спасения, достойные награждения Георгиевским крестом. Легенда гуляет другая, что были награждены медалью ордена Святого Владимира. 27 человек были и представлены, и награждены. Фраза эта вообще странная. Это написал Имухвари. Вот, вспомнила, за человеколюбие. Это в рапорте написано. И вот такая награда с надписью «Человеколюбие» все получили. Я когда собирала материалы, тоже смотрела, я такую медаль вообще нигде не могу найти. Нигде, ни в одних этих изданиях справочных нет. Я начинала изучать, сверять, выверять. Но это не боевой подвиг, это обычный, по ситуации совершенный. Ну, как-то к награждению боевыми наградами не попадают. И много документов по этому факту. Действительно, оценка была дана, но представлены были 5 человек к награждению георгиевскими знаками, по-моему, написано. Георгиевскими даже не крестами, а медалями. 5 человек. У меня они даже посписочно есть. 96-я страница. Ну, все известные наши абхазские всадники.
Но ни я, ни другие, которые писали, вот даже Опрышко, и он, и я вообще, которые самые максимально все, что возможно и невозможно, вытаскивали. Представления есть, вот, даже есть, как имеющие медали 4, 3, 2 степени, ну, соответственно, к четверкам. 4 степени. Один имел несколько и должен получить первый. А остальные впервые там получают впервые эту награду 4 степени. Георгиевские кресты, они имели 4 степени. Первые 2 золотые, 3, 4 серебряные. Награждение идет с самого малого креста. 4, 3 и так далее. Но нигде приказа ни по одному нет о награждении. Поэтому вот эта легенда гуляет вовсю. Мачеваряне, по-моему, в свое время написал. Он, кстати, дату гибели корнета Лакербая неправильно написан, когда говорили, что он уже погиб. Он погиб, на самом деле он был в лазарете, возвращается и пишет: я вступаю на службу, и докладывает, что он вернулся. И, правда, вскоре он погибает, но даты разнятся. Ну, вот такие вот попадаются сведения, которые уже в народе очень крепко как бы засело в памяти, и они об этом друг другу рассказывают. Но реально, конечно, я бы тоже хотела найти такие награды и вообще награждение, действительно, рискуя жизнью в холод, в мороз субтропического климата, всадники и спасают, ну, татарский полк тоже, в общем-то, кавказский, также не закаленные в таких климатических условиях, но, тем не менее, это сделали наши всадники. Это героический поступок, но наградная тема, она абсолютно не соответствует тому, что известно в обществе. Это вот такой один миф. Ну и по мелким, конечно, когда вот даты не стыкуются, награждения тоже не все подтверждаются. Есть представлен, но не получил, или наоборот получает два креста 4 степени, один еще не оформлен, идет вслед, чуть ли не на следующий день, еще одно представление, и происходят накладки. Иногда заменяют, иногда остается. И в нашей истории тоже, в абхазской, есть такие примеры. Но это говорит о том, что действительно люди совершали героические подвиги, и всадники, вернувшись на родину, конечно, имели успех, рассказывали. И потом, когда пересказывают, происходит искажение, но они все равно о них не забывают, но немножко искажают. Ну, что делать, такова история. Я хочу обратить еще внимание вот на такой факт, как участие конных полков в Брусиловском прорыве в мае 16 года, когда и вообще никто не верил, да, если брать вообще историю Первой мировой войны и решения, которые принимались, наступать и не наступать, и когда, ну вот, Брусилов в своих воспоминаниях это подробно пишет, и сложная такая ситуация была, все считали, что это провальной будет, но тем не менее победа была за его решением, в котором, кстати, вот в этом наступлении, в прорыве принимают участие конные полки, дивизии активно, естественно, и цифры ошеломляющие. И эти цифры тоже искаженно приписываются, чуть ли не абхазская сотня это сделала. Мне лично задавали этот вопрос. Но реально я брала уже вот по этим воспоминаниям и опубликованным документам вообще по завершении вот этого Брусиловского прорыва, какова была статистика на линии фронта и вообще в этой армии. Вообще, конечно, цифры – это что-то. В плен были взяты 8255 офицеров, 370 158, по-моему, солдат. Сотнями, там 400, 300, разного рода орудий идет исчисление, были захвачены. И в это время об участии в документах этот период и вообще по ситуации на фронте, и о прорыве, и вклад
полков конных есть и как фон, где принимали участие, да, и абхазская сотня. Рапорты, донесения писали временно исполнявшие обязанности командира сотни Алексей Шервашидзе и Константин Лакербай. Да, в общем-то, все знают, имя Лакербай известно, отец Шахан Лакербай, и который он принимал участие, кстати, вот вставочку такую сделаю, чтобы было понятно для молодого поколения, наверное, которые слышали, а как он оказался. Тем более изначально офицеров брали и инородцев, скажем, по отношению к абхазской сотне и другим полкам, не абхазов. Но потом вот будет, там есть определенные положения, обсуждения, и командир полка Чевчевадзе иногда даже назначал кого-то по своим личным каким-то отношениям, как знавшего, и что он его, минуя даже какие-то правила назначения и представления к чину, как и командира сотни Берквиста он назначал. И Шахан Лакербая, он был прапорщиком, по-моему, милиции, он служил в Абхазии и помогал активно в формировании сотни. И буквально в 2014 же году он попросил перевести своего сына Константина, который служил совершенно вообще в других подразделениях Российской императорской армии. И вот с 2014 года они шли вместе. Шахан будет возвращен спустя какое-то время по ранению в Абхазию, он продолжает службу, но Константин остается на фронте. И вот они пишут очень много коротких, более чуть-чуть развернутые рапорты, в которых описывают, ну, буквально телеграммы идут по ситуации на линии фронта, когда происходит вот это вот событие, имеющее историческое название «Брусиловский прорыв». И в одном из рапортов вот этого периода, это на 24 мая 2016 года, обозначена цифра 4700 человек. Но 4700 человек сотня не могла бы взять в плен. Естественно, это конные полки, которые плечом к плечу рядом с абхазской сотней находились. И большей частью, наверное, все-таки это черкесского конного полка. И, соответственно, рапорт идет с такой обобщенной вот цифрой. Как я уже говорила, награждение происходило на линии фронта, пока люди были на фронте. Но и были ситуации, так тоже неожиданно было, бывает просто там какая-то фраза промелькнет, а бывает более развернутая переписка, как произошло вот с всадником, который был исключен из списка, отправлен на долечивание, но практически он был исключен из списков полка. Приехал в Гудауту, проходит время, он пишет командиру полка. Сам факт, что он заботится о своей награде, Георгиевский крест, который он должен получить, а он в Абхазии, а не там. И эта награда с оказией будет представлено награждение, представлено в Абхазии, и происходит награждение в Гудауте в Лыхнинской церкви. Гумба Куча, Георгиевский крест второй степени. Представляете, это какое мероприятие для населения. И приезжают с фронта практически, да, и человек получает свою награду. Здесь есть тоже интересно, вот, чтобы не было понятно, одно дело, когда ты какую-то цитату даешь, а другое дело, когда и документ есть. Вот здесь вот как раз, когда люди приобретут, получат по-разному, да, книгу и будут читать. Бланк, кстати, идет из действующей армии, командир черкесского конного полка и отец Николай, поэтому, скорее всего, и в церкви будет проведено вот даже молебствие для вручения первого Георгиевского креста абхазцу-добровольцу Гумба. И в ответ, да, вот здесь вот все вот это расписано, это все есть. Это настолько, кстати, когда сбор записывали добровольцев, тоже в Лыхно,
так, в каждой общине по Абхазии. И такой героический, радостный, в общем-то, для народа, а для всадника героический подвиг и почет, что привезли награду и провели вот такое торжественное мероприятие. Это тоже, да, это тоже было для меня необычно, как-то обычно теряются награды. Но что интересно, телеграммы шли очень быстро, очень четко, без задержки это происходило. И вот от такого приятного мероприятия, которое имело место по награждению всадника, я хочу перейти к очень такой трагической истории семьи. Ну, гибель, естественно, телеграммы извещают. Здесь есть в списках потерь, есть этот список убитых, умерших от ран. Если убитых там 3 человека, умерших 10 или 12, и по ранению, болезни там сотни в сводном списке, а я, как уже говорила в предыдущей лекции, один и тот же человек попадал по ранениям в 2 и более раз, потом его могли отправить уже, в общем-то, исключить из списков полка или вычеркнуть, как еще традиционная такая формулировка. Их просто невозможно просчитать, но тем не менее это видно по материалам, которые сохранились в архивах. 2 сына Хасая, один ушел с первой сотни, второй из запасной в 16 году и вскоре погибает. Вот второй – это Христофор. Телеграмма еще не пришла, вот в этот же день или сутки даже не прошло, семья получила уже известие, видимо, от других всадников, там, соседних полков. И он пишет командиру сотни Чевчевадзе: сообщите, который сын убит. Так, где-то так. Да, нашла. Можно получить его тело. Это было 10 июня, и тут же приходит ответ от Чевчевадзе в Гудауту телеграмма: убит Христофор Хасая, похоронен христианскому обряду, место известно, тело получить не представляется возможным. И параллельно еще идет телеграмма Чевчевадзе, но в Сухум Александру Шервашидзе: убит Христофор Хасая, перевозка возможна, собственный счет, условия вашего личного ходатайства, и Петроградский генеральный штаб, отдел перевозки. А вот как он был доставлен? Доставлен ли был? Это нет. По другим тоже есть описание: похоронен там, имущество сдано туда-то, даже опись вещам есть. Конечно, это читать очень тяжело бывало, и до сих пор я, когда вот эти материалы озвучиваю, это как будто вот сейчас происходит. И в то же время есть другой известный, что действительно доставлен в Гудауту, похоронен на братское кладбище 25 сентября 2015 года. Это по фамилии Тапуридзе, мама Иналыпа. Много сыновей на фронте, вот один из них погибает, и его тело смогли привезти. Тоже, вот я говорю, вот так получилось, что вот эти вот потери все почему-то в Гудауте сконцентрированы, хотя и по другим регионам тоже. В общем-то, списки потерь, если выборку делать, то, ну, смотреть, кто откуда, то там тоже достаточно, но сам факт, вот кого-то тут же смогли привезти, похоронить, а кто-то вот с такой телеграммой, и к концовке этой неизвестно. И очень меня беспокоящее, если время позволит, я бы на это обратила бы внимание. Есть где-то у меня тут обозначено, знаете, когда я стала подсчитывать и смотреть, я же, изучая предыдущие публикации, я вижу, о ком написано, что написано, и Габели, он для того времени, не имеет большого времени выезжать и собирать материал, конечно, он очень много сделал. Потом ему помогали студенты, аспиранты, здесь полевой материал собирали. У него идут ссылки на музейные фонды, но вот я уже
говорила в предыдущей лекции, непонятно, какого рода, насколько репрезентативны эти сообщения или записки, которые там могли храниться, на фонды, в общем-то, да, если хранятся, то значит фонды, на которые он ссылается. И таких людей я насчитала 50 человек. Но в какой-то момент я уже, когда вышла книга, но все равно просматриваешь, думаю, есть ли у меня тут опечатки? Это же страшное дело для автора, если там какой-то ляп. Ну, иногда какие-то бывают, но первое меня, что беспокоило, когда я стала вспоминать, я же знаю Ермолая Джинджал, он потомок всадника. Но Джинджал у меня нигде не проходит. А Габелия пишет Джинджал. Ну, понятно, Джинджал, Джинджоля, да? А есть такие фамилии, которые Арджения, Арнаут, да, Ахба, Гадлия, Возба. Откуда они? Когда человек пишет, они пошли с первой сотней, а первая сотня в 3 вариантах, когда первые составлялись, потом сводные делали, и потом, когда присягу принимали отдельно православные. Но фамилии-то читаемые, с чем перепутать, непонятно. Хотя в документах очень много было путаницы, написаний, когда один и тот же человек имеет несколько вариантов написания фамилии, И, А, О, там, Т, Ш, П, и такое же количество имен с разночтением. Ну, приходилось как-то приводить к какому-то более, со ссылкой на первые упоминания, когда все-таки более четко писали, а потом уже на фронте и почерк, и кто-то неправильно понял, и произношение, и искажения были. Но были и такие ситуации, когда фамилия и имя одного человека, я их выписывала подряд, да, а когда я стала уже сводить, думаю, один или разные. И пришлось это делать, листая практически все вот эти вот документы, которые на каждой странице, там множество, когда вы увидите, можно понять, о чем я говорю. И приходилось идентифицировать, да, это разные люди, просто потому, как о первом, где было сказано, к чему представили или был ранен, где он в это время находился, когда о втором таком же, скажем, условном, условно скажем, ну, тот же, пусть который в списках не обнаружен, да, Арнаут там Василий. И, ну, я думаю, что более-менее не совсем правильно, но вот такие вот документы, совпадения я практически смогла как бы развести. А вот написание на абхазском языке в дореволюционных документах, когда совершенно по-другому это написано, а исследователи пишут по-абхазски, а этим грешат все наши научные учреждения. Иногда хорошо, когда Шервашидзе владетели там где-то пишут. Сначала пишут Чачба, это тоже неправильно. Он во всех документах идет Шервашидзе, потом добавляй Чачба и объясняй. И здесь вот я ломала голову. Ну, думаю, как? Джинджал, где же он? Я потом стала вспоминать. Вроде Кисук. Я открыла, думаю, а может, вот это и есть то, кто у меня идет Джинджолия. Я таким образом поняла, что первая публикация «Абхазские всадники» некорректно сделал, показав абхазскую фамилию. Вот с такой абхазской, или Чачба Михаил, обращаясь в архив, или придя и заказать документы нужного периода, можно убиться, но ничего не найти. Я это всегда говорю, не делайте этого. Я историк-архивист. Я знаю, как должен быть документ и как его цитировать. Это все мимо пролетает. И вот таким образом у меня в сведении не обнаружено, я специально такую рубрику сделала, даю краткую информацию, которую дает Габелия, и потом пишу, информация о нем не подтверждена документально. Другой формулировки не должно быть. Но этот, как я потом поняла, есть Джинджолия. Он есть, он награжден. Вот таким образом очень много фамилий, которые выпадают.
Я даю в предисловии, в главе какое-то свое понимание. Может, они где-то разово на линии, ну, у нас, в общем-то, война идет в империи, соответственно, могли быть приглашены уездному воинскому начальнику, так называлось тогда, современные военкоматы, да, вот наши, где есть сведения, где могли использовать на какие-то разовые, но в опубликованном ранее написано «ушли», кто-то в 14-м, кто-то в 15-м, и они вернулись все в 17-м вместе с абхазской сотней в Абхазию. Но это никак не вписывается в документы, которые сохранились. Но я надеюсь, что люди с пониманием отнесутся к той информации, которую я рассказываю. Повторюсь, я не люблю в свой адрес говорить, но я историк-архивист, никогда не халтурила и не признаю. Поэтому все, что можно было объяснить, разъяснить и сказать свое мнение, я это делала. Если появляются какие-то накладки, я буду, конечно, очень страдать, но опять-таки вот по этой фамилии, которую я вот как пример сейчас привела, действительно говорит о том, что нельзя никогда отступать от источника, если ты хочешь указать, но вторым даешь с соответствующими скобками и с пояснениями. Иначе мы вот в такую кашу превратим свою историю, мы сами никогда в ней не разберемся. Я это хочу сказать ко всем слушателям, читателям, студентам, ученым. Очень серьезно, кропотливо относиться к источнику. Раньше, когда говорили «дикая абхазская дивизия», у меня было ощущение, что в этой дивизии были все головорезы, поэтому их так назвали. Вот слово «дикое» вот не смущает ли тебя? И как оно возникло вообще? Нет, дикая – это дивизия дикая, но все всадники, конечно, попадают под это. Конкретно абхазскую не выделяли. Ну, вообще, 19 век, когда шла Кавказская война, присоединение, и вообще туземцы, необразованные, дикие, это всегда было. И когда сформировали, люди пошли на фронт, они действительно... Есть описание участников Брешко-Брешковский, Марков, который в Ингушском, этот журналист, Толстой. Вот Марков вообще служил офицером Ингушского конного полка, они рядом все находились. И они, понимаете, как на скачках, с гиканьем, отчаянно идут напропалую на окопы австрийцев, они где-то изумляли, где-то их пугали, и вот оттуда складывались вот эти вот характеристики, и как-то так вот прикрепилось это, да, Кавказская конная дивизия, но дикая это уже вот приобретенный, скажем, по молве. Ну, в принципе, да. Дикая не в том, что, да, вот они в пещерах и вообще нет, там как раз поведение, подвиг, бесстрашие и, соответственно, как они рвались в этот бой, как, ну, мы не будем мы прятаться, мы должны на виду. Да, давайте. Дело в том, что как-то Руслан Гужба нам рассказывал в институте в Абиги о том, как шли в бой вот эта самая дикая сотня. Они не просто сидели в седле, они стояли. Да. Очень много фотографий снятых, где люди стоят в седле, и это вот такая манера, она была необычная. Да, во-первых, да, вот это бесстрашие. Вот сама форма просто европейцев шокировала. Да. Они убегали просто от одного вида, уже не только от действий. Мне много рассказывали, и даже вот наш вот Хурашка бедный, как они воевали, вот когда освобождали Гагру. Можно же спрятаться там зачем-то и стрелять. Они вставали и стреляли. Вот бестрашно это делали. Вот это... они лицом к лицу, и вот стоя. Бесстрашие одно, но они все необученные шли. Вот эти сотни, почему запасные создавались? И на марше шла подготовка, как обращаться с ружьем, как встречать противника, как себя защищать. Но это сложно доходило. Им нужно было в себе вот эту свое удальство, храбрость, которую у нас на Кавказе с детства все знают, как обращаться с ружьем, с противниками. Зверь бывает хуже человека иногда, когда на тропе встречается, да, а там какие-то
немцы, австрийцы, они не могли прятаться от них, они шли. Тем более у них такой командир, брат царя, это тоже для них было очень почетно, и они, я думаю, что старались неосознанно, не специально, а это у них вот получалось, Нутро. да, нутро, и эмоционально это естественно получалось. Они даже не задумывались, что могут убить, как Корнета Клакербай убили. Не могут понять, там нужно идти в наступление, а там стрельба идет, что, какая помеха. И он на дерево залез, чтобы определить, в чем дело. Это описывает подробно вот Марков. И пуля в лоб. Это глупо. У меня, да, это тоже интересно здесь оказалось, что это наша история, мы так переживаем. Редактор в издательстве «Наука», когда мы с ней встречались, там вот фамилии как-то выравнивали, чтобы... Да, она и вот это не тот, Цишба, а разве не Цвишба все должно быть, там есть и Цвишба? Я говорю, нет, они все разные. И она говорит, Лариса Исиновна, мне так жалко Лакербая, как он погиб. Вот это вот, понимаете, проникновение вот в биографию, она же все читала, и несколько раз это все читала. Я уже что-то подзабыла, а она мне говорит, ой, а там вот. Так что они действительно так себя проявили. И это наша история.